Здравствуйте, дорогие товарищи, друзья. Мы продолжаем вечерний разговор с Адаханом Удумаровым. Сегодня у нас в гостях представитель того Кыргызстана, который в нашем сознании, в нашем понимании, историческом понимании процветающей республики. И то же самое руководитель суверенного кыргызского государства уже, я не побоюсь этого слова, легендарный человек, легендарная личность, знаток кыргызской экономики. Многие говорят, что он ходячая энциклопедия. Уважаемый нами Аксакал Апаз Джумагулович Джумагулов. Апаз Джумагулович, здравствуйте. Добрый день. Как вам известно, наша передача абсолютно аполитичная передача. Мы стараемся раскрывать более человеческие сущности человека, его человечность, человеческая сторона, его боль, его страдания, его радости, его мечты. Одним словом, взглянем в душу человека. Мы хотим показать. Как я уже говорил, мы вас знаем как опытного руководителя. Трижды возглавить правительство, возглавить исполнительную ветвь власти, это никому еще до сих пор не удавалось. А вам это удалось. Сегодня вот, Апаз Джумагулович, чем болеете, чем переживаете, что вас радует? Максимально будем избегать экономические вопросы. Максимально будем избегать политические вопросы. Скажите, пожалуйста, долгую жизнь прожили. Вы дети войны, пережившие ужасы этой войны. Родители, которые непосредственно принимавшие участие в этой войне, почувствовали себя брошенными, почувствовали себя неполноценно детскими счастьями. Забота, да. Детская доля, тяжелая доля. Казалось бы, золотое время – это детство. Апаз Джумагулович, можете в двух словах описать свое детство? Чем оно запоминается? Спасибо. Ну, прежде всего, хотел бы сказать, благодарю вас, Адахан Кимсанбаевич, за такую встречу. Она действительно необычная. Я это абсолютно поддерживаю, потому что мы о делах экономики, там прочее дела в других местах, наверное, поговорить можно. Ну, а сейчас ответить на те вопросы, которые вы задали, я постараюсь очень коротко. И, значит, что я хотел бы сказать прежде всего? Во-первых, я хотел бы, пользуясь такой обстановкой, возможностью через ваши каналы передать мои чувства сострадания того, что случилось у нас в последнее время в связи, значит, ну, будем так говорить, проклятием, которое коронавирусом. Да, она, к сожалению, значит, по всему миру наступала, она охватила практически весь мир. Она не обошла наш Кыргызстан. И мы, значит, свидетели, к сожалению, огромных потерь, потери наших друзей, товарищей, родителей, детей, самых-самых разного уровня наших граждан. И это, конечно, наша боль, это наше сострадание. Мы хотели бы сказать, я лично хотел бы сказать, самое трудное время мы с вами, дорогие наши соотечественники. Боль ваша разделяется нами, и все, что хотели бы сделать, возможное с каждого из нас, чтобы облегчить ту участь, то страдание, ту потерю, которую вы понесли. Мы с вами. Мы убеждены, наш народ, героически сегодня поднявшийся
именно поднявшийся всеми силами, и учителя, и сами врачи, и бизнесмены, и многие-многие наши граждане своими возможностями оказывают посильную помощь, посильную вложение для того, чтобы облегчить прохождение республикой того, что случилось. Да. Это показало и говорит о том, что кыргызстанцы имеют будущее. Народ, который в таких тяжелейших случаях, тяжелейшей обстановке бросило все, и все последним хлебом делится. Я просто одним хотел бы примером. Наши кыргызстанцы, работающие и в Казахстане, и в России особенно, и в Турции, и в многих других странах сегодня, несмотря на то, что они поехали для того, чтобы помочь родителям, помочь себе, для того, чтобы учить детей, для того, чтобы как-то обустраивать свою жизнь. И они последним хлебом, последним куском делятся вот той тяжелой обстановке со страданием республики. Да. И это, конечно, нас всех воодушевляет, что мы едины, мы победим. И дай Бог, чтобы мы скорее его победили. А победим, если будет дружба, единство, единство, еще раз единство. Да, Павел Иванович, вот в последнее время в социальных сетях наши братья-казахи очень часто пишут до сих пор, что они восхищаются нашим народом. Тяжелое время, вот это единение, и просто не оглядываясь на ветви власти, народ сам самостоятельно берется решать свои проблемы, свои задачи. И они восхищаются этим, открыто пишут. Я хочу выразить благодарность нашим казахским братьям за теплые слова. И всем тем, о ком вы говорили, делиться последним куском хлеба, последним рублем, если хотите, делиться, вызывает просто восхищение. То есть рождается новая надежда. Абсолютно мы едины и непобедимы. Правильно, спасибо вам. Я это говорил, то, что сам многие годы знал их жизнь, знал, как мы начинали это. И вот в этих условиях они вот такой героический поступок совершают, отдельные из них. Не все, конечно, по возможностям, наверное, но это действительно говорит о том, что мы действительно едины. И второй вопрос, наверное, очень для меня святой вопрос. Мое детство действительно прошло в годы войны. В начале года мне было всего 6 лет. И в 1939 году отца забрали в финскую войну. Вернулся он в 1939 конце или начале 1940 года. И в 1941 году, где с первых же дней он был призван и до сентября месяца проходил школу здесь у нас в Бишкеке. И он в сентябре месяце, где-то в середине, он был призван и прошел до Берлина. В Берлине был демобилизован, через некоторое время снова мобилизован и закончил войну в Маньчжурии. Он был минером и рассказывал, что они начинали ночью, готовили и так далее. Это чисто профессиональные дела. Я в связи с этим хотел бы сказать, тяжести нашей трудности было и тем, что, во-первых, те трудности, которые охватила всю страну, она и нас охватывала. Мы жили в совхозе племзавод имени Стрельниковой. Это был один из крупных племзаводов республики. Многие годы, до последнего практически лет, она была одним из образцовых хозяйств. И в этом хозяйстве мы были, прошла практически вся наша жизнь. Какие были трудности? Что такое? То, что осталось в памяти. Это дружеские, человеческие отношения некоторых, в те годы руководителей этого хозяйства. Мы, в связи с тем, что мама моя, перевел сразу. Автоматически. Да, мама.
Значит, заболела, к сожалению. Она была очень тяжелой формы ревматизма, держала почти значит, постели была, поднималась, опускалась, к сожалению, мы, значит, ее все всячески поддерживали. И вместо нее мы, дети его, дежурили в ферме, молочно-товарной ферме с сестрой Сулайхой. Она была старше на 3 года. И мы, значит, с вечера где-то с 9-10 часов до утра, до 6-7 утра, значит, были хозяевами этой фермы. Во-первых, разнос корма, очистка, вынос и так далее, так далее. То есть вся тяжесть молочно-товарной фермы в ночное время ложилась на наши плечи. У нас, конечно, могли просто маму уволить с работы или для облегченной работы, но бригадир, начальник этого 2-го отделения, Мирнозов, его фамилия, он невдалеке от нас жил, знал папу и маму до войны еще. Он не сделал этого. Он оставил нас, детей, где работать вместо мамы. И мы получали повышенную, значит, кусок хлеба, паёк, 300 грамм хлеба на каждый день. За трудодень. Это, конечно, спасало, потому что в годы войны, значит, тяжести, Конечно, как и у всех было. Да. Нам было положено по 100 грамм. Правда, где-то в 1945 году подняли еще до 150 грамм на мальчика. Тоже на троем мы получали 250 граммов, а вот от мамы получала сразу 30. Поэтому это было нам огромным подспорьем. Это было самые трудные годы. Значит, мы, во-первых, вот так работали все годы. Во-вторых, надо было и сеять, и пахать, участвовать в этих делах. Собирать, хранить, да, молоть. собирать, и совершенно верно. Все полевые работы были на наших плечах. Более того, мы участвовали и, значит, в делах хозяйства. Дело в том, что нам дополнительно выделяло около 30 соток земли за пределами нашего участка в районе, где мы жили. И это надо было тоже на наших плечах. И каждый год меняли эти участки. А участки попадали самые разные. Где-то уже ухоженные, очищенные, а где-то с камнями. И вот это поле деятельности было наше уже. Убирали камни, потом пахали, потом сеяли, потом... Осваивали, одним словом. Совершенно верно. Новые земли. Поэтому осваивали. жизнь сельскохозяйственная, труженика села, она прошла через наши руки. Более того, осенью, значит, после того, как совхоз убирал, значит, зерновые, мы, значит, собирали колосовые уже после комбайна. Правда, школы, когда школы для хозяйства собирали, а вот когда школа заканчивалась, мы, значит, до школы, до 1 сентября. И после, тогда, когда один раз проходили мы это поле, собирали уже для себя. Там уже ничего не оставалось, но мы искали колоски эти. Расстояние довольно протяженное было. Так что, да, труд. Еще раз, Апаз Джумалович. Вот и поливали, и пахали, косили, и это даст, в определенной степени нашу. Я вам задам такой вопрос. Апаз Джумалович, я вам задам такой вопрос. Пожалуйста. Я буду часто прерывать вас. Пожалуйста. Почему? Потому что для того, чтобы раскрывать человека, надо иногда такие вопросы надо задавать, чтобы человек обязательно ответил на этот вопрос. Скажите, пожалуйста, вот этот вот труд, для нас-то знакомо это. Мы тоже собирали, после школы собирали, кукурузу собирали и все зерновое собирали там. Вот это детство самое прекрасное детство. То есть ты ни на 1 час не был свободным. И при этом мы играли и играючи выполняли сельскохозяйственную работу. Вы говорите, выносили навоз, чистили, готовили коровы для дойки. Да. Вот эти моменты, вам не кажется, что это была игра для вас? Не чувствовали вот эти вот тяготы лишения? Как вам кажется? Я откровенно скажу, это искренне скажу, это была ответственность наша. Да. Это была ответственность. Я не скажу, что это была тяжесть, я не скажу, что это было легко. Да. Совсем нелегко, конечно.
значит, доярка корову не принимала. Да. Или тюмань, или значит, Визенгздар, эти калерис, попробуйте, чтобы она была грязная, чтобы она садилась, значит, на дойку, и чтобы это было не подготовлено. Это было. Поэтому подготовить хозяйство таким, каким должно быть по требованию. В то время еще ручную доили. Да, абсолютно верно, ручная была. Вот, поэтому 8-10 коровка на дойку была, на доярку была. Поэтому, значит, я бы ответил таким образом. Значит, то, что я был старший из мальчиков, не младший у меня был только, значит, братишка мой, ему было в 41-м году рождения, поэтому 4-5 лет, да. Поэтому у нас была такая ответственность. И либо сестра, либо я, мы должны были пополам поделить и вот выполнять эту работу так, как должно быть. Иначе бы мы боялись, с одной стороны, нас могут уволить, если мы не так сделаем. А это ведь ферма, это ведь дойка, это считалось, ну, да, совершенно военное время. Да. Это молоко шло, мы не знаем, куда шло, мы знали, что это действительно поставка нашего хозяйства. И поэтому, мне кажется, вот в те годы родилось, значит, то чувство, которое в человеке называют ответственность. Мне кажется, вот с того времени, я не скажу, полностью сформировалось, я не скажу, что это в полном смысле этого слова нет, но та же ответственность, которая была у нас, мы делали. А днем немножко выспавшись, потом кизяк собирали. Да. В гору Алатау шли, значит, Алатау'нун тегинен, Татырдычинен хворост собирали, готовили на зиму, топку. Да. Мы же не знали тогда угля, газа вообще не мечтали. Да. Вообще мы и не знали, что это такое. Поэтому все это было на наших плечах тех людей, которые остались, значит, вместо наших отцов, дедов, так говорится, вот в таком, поэтому вместе с мамой, вместе с нашими мамами, сестрами были ответственны, чтобы мы подготовили к зиме и решали те задачи, которые перед нами стояли. Это нас закалило. Вы можете сказать, что у вас было трудное детство? Я не скажу, легкое было. Я не скажу, что мы делали, уж обреченные, нет. Все же трудно было тогда, когда год отец лежал контуженный в Свердловске. Это мы потом узнали. Он был контужен, он минер. Много людей, значит, погибло. Среди них, а он был руководителем, разминировал эту мину. И все разлетелись. И он тоже. Он оказался жив. И, значит, год лежал контуженный, полгода не писал. В общем, нам письма не получили. Примерно через год мы получили письмо. В этот период, конечно, мы все боялись сегодня-завтра, сегодня-завтра. Нам говорили так, потому что каждый день кто-то что-то получал, черную бумагу. Да. И в это время, конечно, значит, и были случаи, когда говорили, ты сиротка, ну когда, как, на улице же играли же. И в то время на конька катали, успевали зимой, и на санках катали. И в этот период, конечно, всякое случалось. Именно вот эти моменты хочу сказать. Знаете, в детстве тоже много работы было, очень много работы было, да? Но в то же время вот это детство для меня тоже кажется, что это золотое время. Абсолютно верно, правильно. Это настолько золотое время, до сих пор у меня ностальгия. Вот, допустим, зимой мы полностью, значит, сахман, да? Потом снег чистили, потом сразу весной парник, табаководство, поле, значит, рык, и все на наших плечах было. Это правильно. Но в то же время, мне кажется, вкус детства того периода, мне так кажется, я хочу поделиться вот этим, возможно, только у меня вот эти вот чувства. Вкус детства, мне кажется, что намного слаще, чем современным вот детям. Дети. Я согласен с вами. В каком плане?
могу объяснить. И отличие от того вашего периода и моего периода тоже есть, я тоже хотел бы сказать. Я абсолютно согласен тем, что труд, вот то, о чем вы говорите, и действительно это послевоенные годы же, после, правда, немножко попозже, но она действительно была здесь радостная в том смысле, но не было того военного положения, и как-то уже в это время мы оживали. Труд, она действительно, значит, было в какой-то степени обязательное, нужное, и хорошо ее надо было делать, и вместе с хозяйством, вместе со школой, вместе, вот. Значит, и она все-таки не была такой уже, как бы, если ты не сделаешь, отрезанная от жизни, или там, вот, такое, так, как мы чувствовали в году, я чувствовал, например, наша семья чувствовала в годы войны. Если, допустим, мы не собрали бы хворост на зиму с сестрой, вязанками, вот русское слово вязанка, знаете, да? Конечно, конечно. Вязанка, конечно. Огромную вязанку на расстоянии 7-8-10 километров тянуть надо было. На спине. Да. Мы тоже это видели. Да. Ну, у вас похожая жизнь у нас мы была. тоже собирали. Но у нас единственное, так это было в годы войны, тяжелое время. Не сравнить. Да. Абсолютно не сравнить. Я сравниваю свое детство с современными, думаю, что современной жизнью. Разное. Это несравнимо. Абсолютно. Я хочу узнать, понять вкус детства. Допустим, для меня вкус детства – это вот спелое яблоко, спелые персики. Вкус детства – это вот те, когда аксакалы или бабушки идут по улице, да, останавливают, спрашивают, чей сын, да, они дают сахар. В редких случаях конфеты, тогда конфеты вообще. Сахара давали они. Кусочек сахара, да. Это счастье полное. А вот у вас, это дети войны, вот этот вкус детства. Вот только что сейчас сказали, маме давали 300 граммов хлеба. Это большое подспорье. Для вас вот этот вот горбушка, это, наверное, самый сладкий кусочек, намного слаще, чем современное мороженое или там. Наверное, да, правильно. С чем можно сравнивать вкус и запах этого хлеба? Ни с чем. Правильно. Поэтому чем измеряется, говорят, богатство? Счастье, допустим, чем измеряется? Вы себя считаете счастливым человеком? Я считаю, что действительно мне повезло тем, что, во-первых, хороших людей встретил мы. По жизни. В это тяжелое время хороших людей встретил. Вот, допустим, тот же Вернозов, отец Михаил Глотов, сыном которого я был сверстник, и он, значит, был вторая половина вот, значит, года войны. Те уехали, Мирдоз уехал, и, значит, его забрали куда-то, в общем, выехали они. Он был Глотов, вот, управляющим, а его сын с моим сверстником был. И, конечно, я вспоминаю того врача, который лечил Аксакал Бездемолдо, Карла Маркса, с отделения, одно из отделений, с хозяйства Ташмайнок. Это было первое отделение, оно расположено между Койташом и Бишкингеем в середине. Сегодня, по-моему, называется, Койташ называется сегодня. Вот там он жил. И я утром, тогда, когда надо было, приходил рано утром, чтобы его оповестить, что мама его ждет. И один из случаев был тогда, когда это случилось именно 9 мая. Как раз я не знал, что это 9, тогда и календаря, наверное, не знали. Так вот, значит, я пришел к нему, он посадил меня, зачем, куда, чего. Ну, Келем мне пообещал, придет, сказал, придет, обязательно придет. Я, конечно, убежал, значит, обрадовался. Пока домой шел, как раз я услышал вот те известия, которые было по 9 мая. Вот это я известие услышал тогда, когда один шел. Ни одного дома полетел Аламедин, а узнал от людей, которые скакали, да, то со стороны Кайташа, то со стороны вот, значит, нашего племзавода.
то налево, то направо, вот так они скакали. То есть это было действительно Зрелище. люди позывные, которые оповещали, война кончилась. Да. Тогда же не было ни радио, у нас не было. Мгм. Ни радио, ни электричества у нас не было. Мгм. Электричества в 47-м даже не было. Мгм. Так вот, и в 49-м даже не было. Первое в 49-м году в конце, наверное, появилось. Поэтому вот они были люди, которые доставляли информацию. Вот я помню, тогда, но я и не знал, что и так закончилась война. Мгм. Когда домой пришел, тогда же мама сказала, что вот они Война вот так закончилась. уезжают. Да, это была великая радость, такое было. И мы ожидали прихода, Отца. возвращения, да, отца. Вот и мы, кстати, и не знали, что он в Маньчжурии. Не знали. Мы вот знали, что он в Германии, знали, что он в Берлине. Мгм. И все письмо-то прошло. Кстати, такое у нас там, оказывается, все годы, когда отца забрали, со дня до окончания войны, он получал, оказывается, паёк Мгм. вот, в деньгах. Мгм. Небольшая сам объема, кажется, 4 или 8 рублей в то время. И это накапливалось, и мы не знали. Мгм. И в конце, вот в 1945 году, до окончания еще войны, вот, значит, почтальонша приносит нам вот эти. Деньги. Почему мы не забираем? Мама Валена не знала, и вообще это самое, значит, мы дети были маленькие, не знали вообще там. Вот это было тоже одно из таких событий, когда связь была с отцом, связь была с отцом. Значит, словом, в годы войны они нас откровенно закалили. Они Быстро нас, взрослели. да, совершенно верно. Быстро Мы стали, понимали. Да. И ту закалку, которую мы получили, я очень-очень хотел бы в хорошей части, той части наши все получали дети. Мгм. Не таком, конечно, значит, не такими трудностями, не такими самыми, но детей, труду учить, Надо. привыкали они, навыки получали, знали, некоторые слова знали, значит, сельское, если уж в сельской местности он живет, значит, обычные слова. Даже наименование орудий труда. Да, совершенно. Они абсолютно не различают и не Да, понимают. Да, правильно. Ну ладно, может быть, это их счастье, а может быть, это не к счастью. Апаз Джумалович, смотрите, вкус жизни, вкус радости, вкус какого-то успеха. Первое ваше представление, первый вкус, тогда отец возвращается из войны, и вы его видите. Вот опишите, пожалуйста, очень кратко и достаточно, можете вспомнить вот этот вот вкус, запах отца, чем он олицетворяется. Многие говорят, это махорки, многие говорят, это запах шинели. Там. Чем для вас вот запомнился? Как вы встретились, где встретились и что произошло? Он вернулся в Бишкек поездом, естественно. Вышел с поезда и, значит, добирался до Стрельникова. Конечно, в то время транспорта никого не было. Рано утром, это, наверное, 5 или 6 утра, двери-то у нас не закрывались, Да, конечно. вот, открывалась. Вот в это время он был весь мокрый, вот, в шинели, отец. Жары. И вот, значит, с криком «Ата!» я бросился ему на плечи. Вот это у меня осталось на всю жизнь. Он был действительно уже мокрый, видимо, моросило, видимо. Это было 7 ноября. Ага, ноябрь. Это именно 7 ноября. С 6 на 7, то есть 7 утром произошло. И, конечно, бросилась и сестра, и братишки, а мама долго-долго. Вот это, значит, вот шинель, вот эта сырость, вот это обхват, и поцелуй. Запах войлока. Да, совершенно верно, военного человека. Он, значит, вернулся, ну, нам это было счастье, которое трудно описать, вообще трудно описать. Это было счастье, когда, тем более тогда, когда мы перенесли, что его отсутствовало, а с Берлина тоже письма не было уже. Вот тем более вас... большие промежутки были.
Тем более вас как бы оскорбительно, наверное, или хотели ущипнуть, что говорили сирота, сирота. Да. После этих ударов и увидеть было. живым своего отца, Да, это, да, наверное, было. это нечто такое. Такое, которое больше, пожалуй, в те годы, вот, наверное, не было. Удара не было тяжелее. Да, наверное, не было. Поэтому, ну и, конечно, я в том же году, уже где-то, наверное, середины ноября пошел в школу. Мгм. Ибо я школу, значит, уже в 44-м, 45-м уже не учился. Значит, ночью дежурил, днем вот хозяйство. И было, и судьба неизвестно как бы сложилась, если отец бы еще как-то задержался или там, Да. не дай бог, несчастье и так далее. Поэтому вот это было такое, которое я потом наверстывал. Владимир Иванович, вот это вот детское чутье, детское восприятие, она же всегда кажется, это нечто волшебное, чистое, прозрачное. А потом с годами человек начинает осмысливать по-другому. У вас это сказочный период детства, хотя дети войны – это тяжелое, это недоедание, это ожидание, это страх. Каждый раз, когда почтальон ходит, такое ощущение, как будто он не по земле ходит, а прям по твоему телу ходит. Там. Это очень тяжело. Пока мимо твоего дома не пройдет, Правильно. и дыхание сдерживали, да, это понятно, это можно понять. Первое разочарование в вашей жизни, с чем это было связано? Я хотел бы мысль продолжить, значит, предыдущее. Вы знаете, прежде чем к этому перейду, я сейчас перейду немедленно, недолго. Значит, самое доброе вот из того, что вот мы в детстве с собой унесли, и она всю жизнь с нами, это, мне кажется, то, о чем мы не говорили сегодня, это, несмотря на огромные трудности, вот такие пайки, и вот обработка той земли, которая нам передавалась на 30 сотки. на каждый год на новом месте самой разной урожайностью. Вот, ну, представляете, Татр-Днос, вот, предгорье. Ну, каменистая земля, да. Каменистая земля, и урожайность там самые-самые тяжелые условия, климатические условия. Да. Вот. Так вот, и поэтому, значит, то, что мы собирали, это, конечно, было для нас значит, доходом было. Это нас одевало. Заготовка к зиме. Да, и корова, которая у нас была, мы все годы это самое, значит, не держали. Все годы били кой, и кой, вы даймовали, корову кормили, кормила на нас. Поэтому, но несмотря на это, от Бишкека до нашего села, до самых гор, весной, люди, которые возвращались, значит, из Кавказа и из других регионов, огромное количество людей, только пришедших, вот они сарымсақтың түбін, татты шөптер болады ғой, ошолардың барын жинап, вот так огромное количество людей, вот такое, вот это тоже елестейбіз да, суының бойында, Аламүддің бойында. И вот огромное количество людей, и вот они непременно к нам заходили. Переселенцы. Да, и никогда не было, что папа, мать моя, чтобы не поделилась вот этим куском хлеба или с той кукурузой, значит, унун деп болса жүгөрүсүн, значит, чөнтөгүнө салып бербей. Это было, вот так мы делились с теми, значит, кто еще хуже условиях находилось, чем мы. Поэтому, значит, это и с другой стороны, она скрепляла, она даже поднимала нас
как-то по-другому смотреть на трудности, на Да, которые да. наши трудности, Намного по-другому. легче стало. Да. Я помню в нашем фирме, где потом впоследствии мы сами работали, был пожар. Мгм. Был пожар, и отец увидел первым и поднял первым Тревогу. село, и спасли это хозяйство. И вот отцу подарили одну корову, причем подарили высокодойную корову. Вот эта корова, серая буренка, я тоже как-то смог об этой корове написать, она спасла нас. Мгм. Она давала такое количество молока, которое хватало и айранга дагы, сүтке дагы, вот. И теленок, который мы каждый год получали, это было подспорьем для того, чтобы Конечно. ботинок купить там и так далее. Не у Поэтому каждого были двойные вот коровы. эту жизнь мы не по сказке, Мгм. не по рассказам, По жизни. а сами это дело мы прошли. Поэтому дай Бог, чтобы этой войны больше никогда не было, и дай Бог, чтобы у нас мир, согласие и трудности, которые испытали в те годы те люди, которые прожили в это время или родились в это время, прошли, не испытали. Вы наполовину ответили на мой вопрос. Наполовину. Теперь давайте тогда Да, еще углубимся чуть-чуть. тогда. Хорошо, я Владимир Иванович, вот, подхожу. да. Да, пожалуйста. У вас, продолжая моего же вопроса, как вы чувствуете, что для вас понятие дружбы? Давайте, продолжая то, о чем я задал вопрос, продолжая вот этот вот. Что для вас это дружба? Как вы это понимаете? И чем измеряется степень дружбы, преданности, надежности человека? Очень тяжелый вопрос для того, чтобы Разом ответить, да. разом ответить или однозначно сказать. Это святое слово, мне кажется. Я сам в жизни не часто называю другом, редко называю. Больше у меня товарищ, больше у меня имя, отчество, больше у меня в другие дела. Официально. Вот, да, официально, или как-то ухожу и от других. Но те дружеские отношения, именно дружеские отношения, которые сложились моими именно друзьями, вот они действительно, я считаю, что святыми друзьями были. Одного, к сожалению, я потерял еще будучи, я был в Москве на учебе, он с болезнью скончался. Талантбек его звали, я назвал своего, одного из сыновей именно именем его, и он меня всегда... И друзья, которым мы вместе учились, вместе уехали даже, он в Санкт-Петербург, а я в Москву. Причем и он там должен был сдавать, и учиться, и я должен в Москве должен был досдать и поступить в желаемый факультет, желаемый институт. Поэтому вот этих товарищей, это уже друзья, действительно, я прошел с ними почти всю жизнь. Знаю детей, и, к сожалению, его нет, я до сего времени супруге звоню, и общаемся, и словом, действительно, дружба – это такое, которое, когда тебе трудно, он всегда теплым словом с тобой. Вот вы испытали это чувство, а есть противоположное чувство предательства. Вы по жизни, бывало у вас, что пережили такое, нет? Ну, наверное, если я его не пережил, и, наверное, было бы, может быть, даже, не совсем искренне. Были такие случаи, но не столь, как говорится, горько, не столь такого не было. Наверное, зависело это от моего характера. Я очень строг к этому, очень-очень строг. И подбирая друзей, товарищей, непросто. И непросто. С одной стороны, это не потому, что мне этого не хотелось, просто там образ жизни мой, а она у меня началась с первого дня студенческой жизни. Да. До студенческой жизни я, откровенно говоря, несколько вольготнее чувствовал. Со временем мне хватало заниматься и спортом,
Мне хватало и каким-то увлечением, значит, и аэроклуб бегать, позаниматься там и так далее, на фотографу сходить там и так далее. А вот, значит, с первого курса в институт, когда я поступил, у меня уже все отошло. Это 52-й год. Это 52 год, значит, Москва, Да. это Московский нефтяной институт, сегодня университет имени Губкина. Да. И тогда было Губкина, имени Губкина. Геологический его факультет, только то, что я хотел быть, выбранная моя профессия. Я его закончил, и кандидатом стал, и потом докторскую защитил. Так вот, значит, вот с этого времени мое отцовское слово, когда я напрашивался разрешение поехать в Москву учиться, Да. и отец мой, значит, ну, как-то уже к концу нашей беседы домашней второй раз, а мама плакала, никак не хотела. Она никак не хотела. Говорит, неужели в вузу Бишкека мало тебе найти? Это никаких нет. Да потом мы как у нас, значит, как ты сможешь? Кто, у нас же отец один работает. Мы, кто будет тебе помогать? Да. Ну, помню, отец, значит, ну, буренка есть, продадим билет на нем. Вот такое. И до этого он слово сказал. Сможешь. Сможешь. Вот. Ну, вот это слово «сможешь». Это и приказ, это и наказ, да, это да. и одобрение И в одном ничего, слове. да, и ничего лишнего он сказал. Такой очень был он лаконичный человек. Мне кажется, что раньше все родители, отцы были очень лаконичными. Вы знаете, я очень интересуюсь историей. Зачастую наши народы, манапы, аксакалы, даже без слов управляли, выражением глаз. Когда на меня тоже отец так смотрел, я все время маме жаловался, что лучше бы он ударил, чем вот так смотреть на меня. Сквозь землю провалились мы, когда так смотрел. Вот то же самое вы говорите, сможешь, бараласам бы. В этом слове, вот смотрите, и разрешение, и наказание, и указание, и приказ, и наставление, и пожелание. И какая-то надежда, да. Да, надежда. И там и сомнение, возможно, да, Да, чисто абсолютно, родительское сомнение. Вот емкое слово. Бараласым бы. Да. Все. Потому что вам 17 лет, Да. и вы едете в Москву. Поездом, да, 7 суток. 5 суток тогда 5 было, суток. 5 суток было. И никого не знаете, вас никто не встречает. Абсолютно. Вот. И то же самое, когда я тоже принял решение учиться там, тоже мама то же самое говорила. И отец, знаете, что сказал? Жигиттин жүрегі еркін болуш керек. Сердце должно быть свободное. Хочется порхать, порхай. Да, умные слова. Жүрек қапаста бол болсын.